Добрый день, в эфире программа «Альтернатива». Сегодня мы поговорим о спорте и достижениях своих целей. В гостях у нас Андрей и Игорь Городинарь. Всем привет. Всем привет. Рада вас приветствовать в нашей студии. Мы рады. Мы тоже очень рады. Хотелось бы, чтобы наши зрители больше о вас узнали. Могли бы вы больше рассказать о себе, каким видом спорта вы занимаетесь, сколько вам лет? Без проблем. Мне 16 лет, нам 16 лет на данный момент. Мы занимаемся бодибилдингом, фитнесом, пауэрлифтингом, воркаутом. Снимаем на YouTube видео, это как наше хобби, нам это очень нравится. И пытаемся всячески совершенствоваться во многих сферах. Да. А вот во время карантина вы продолжали заниматься спортом? Конечно, да, конечно, дома занимались, несмотря на трудности и на этот вирус, тренировались дома. И такие же успехи, какие? Ну, практически. То есть до карантина мы ходили в зал, 2 зала даже, и сейчас нам приходится дома заниматься, но надеюсь, что все это пройдет, и мы продолжим ходить в зал. Ага. А вообще, что вас подвигло заниматься спортом? Ну, мы спортом именно как таковым занимались еще с детства. Понемногу нас родители приучали. Кстати, да, спасибо им огромное за это. Нам с детства он не так сильно нравился, как сейчас. Но именно серьезно мы начали заниматься примерно 2 года назад. И сподвигло нас к этому несколько факторов. Один из них это мы были очень худыми, довольно слабыми, щуплыми. В принципе, почти не могли подтягиваться. И это, конечно, давило. И решили начать тренироваться, что-то делать, уходить на улицу, какие-то секции ходить. А с чего вы начинали? С отжиманий, простых отжиманий, турники, подтягивания. Потому что даже вот когда нам было примерно 13 лет, мы не умели подтягиваться, это тоже нас мотивировало научиться и не позориться в школе, когда все подтягиваются, а ты не можешь. Да. С простых вещей это. Ну, в это очень трудно поверить, то, что ты только что сказал. Правда? Да. Такие есть. Просто. А вообще, расскажите, вот как вы сейчас занимаетесь, какой у вас график? Вот именно для наших зрителей, чтобы они понимали, вот есть у нас спортсмены, которые будут вас смотреть, вот для них. То есть мы занимаемся каждый день, сейчас дома, как я говорил. Сейчас у нас дома есть веса небольшие, как бы мы и с ними занимаемся, и со своим весом. И да, до карантина у нас был определенный график там. В зале мы ходили и на кикбоксинг, это как наше хобби. Нам нравится, также ходили в фитнес-зал. Сейчас после карантина график поменялся, мы тренируемся дома, но примерно 5-6 раз в неделю мы именно тренируемся. Но для новичков как бы и 2, и 3 раза вполне хватит. И я советую именно начинать с базы простых отжиманий, подтягиваний и так далее. Да, и на YouTube-канале мы все показываем, как мы тренируемся, что мы делаем в течение дня. Поэтому любой может зайти, посмотреть. А с какими трудностями вам приходилось сталкиваться вот во время, вот пока вы шли к вот этому вот результату, который вы сейчас имеете, с чем вы сталкивались? Как таковых трудностей как было много. Я даже не знаю, можно привести пример, самые запоминающиеся дни в моем спорте, когда я бил рекорды, конечно. И в основном большинство этих дней мне было плохо, на самом деле это странно, и болел живот, и до тренировки я думал идти, не идти, решал. И почему-то пошел, думал, ну как бы чуть полегче тренировку сделаю, но все равно пойду. И как странно для меня, я тогда именно и побил рекорды. И это послужило для меня уроком, что не нужно пропускать тренировки, нужно всегда выкладываться на них полностью, на все 100%, и это 100% окупится. Ну вот ты говорил сейчас про рекорды, а бывало такое, что вы там на соревнованиях выступали? Ну да, было. Мы раньше ходили на футбол, тоже там выступали. И я недавно, ну как недавно, раньше ходил на кикбоксинг, там у меня тоже было несколько поединков. Побеждали? Ну да, был и проигрыш, и победы. Но после поражения главное не сдаваться, идти вперед. Если бы я сдался, не было бы побед. В общем. И в будущем тоже планируем выступать по пауэрлифтингу и по бодибилдингу, если они будут такие соревнования в нашей стране, конечно. Да. А как родители, друзья реагируют на то, что вы занимаетесь спортом? Положительно. Наши родители всегда нас поддерживают и подталкивают всегда, чтобы мы совершенствовались, улучшались, занимались спортом. И они всегда нам в этом помогали, за что им огромное спасибо. Вот так. А друзья? Друзья тоже, да. Отлично реагируют. Все положительно, друзья, в принципе, реагируют. Большинство, друзья, или все даже друзья, они тоже занимаются спортом.
Да, вместе с нами. Ага. Вот вы говорили, что вы еще на Ютубе ведете канал. Да. А вот ваши подписчики, как они реагируют на вас? Вообще, какой контент вы делаете? Что вы Про снимаете? спорт в основном. Снимаем влоги, обучающие видео, разные. И прилетает много хороших сообщений, иногда и плохие, конечно, прилетают. И нас это тоже очень мотивирует, когда люди нами мотивируются и пишут хорошие слова, что мы их сподвигли заниматься спортом. И они начали читать, учить английский, это нас тоже очень сильно мотивирует. А вот на Ютубе кто более активно из вас участвует? Я, как бы это мой канал, мы вместе снимаемся, в основном я снимаюсь, но начал канал я, монтирую, в принципе, поэтому он называется мой. А Игорь же дальше присоединился ко мне, когда начал тоже со мной заниматься, и мы сейчас вместе как бы снимаемся. Да. А, Игорь, тебе нравится, вот, что Андрей ведет канал на Ютубе? Вот. Конечно. Я брата во всем поддерживаю, и, в принципе, Ютубом мы занимаемся вместе, канал его, это была его инициатива, и я хорошо, конечно, отреагировал на это, и после этого не было сначала результатов, но ничего страшного, как бы они появляются дальше. Как вы думаете, какими качествами должен обладать человек, чтобы добиться какого-то успеха в любой сфере? Пусть это будет там YouTube, там блогером или там спортсменом. Ну, давайте 3, наверное, основных. Первое – это самодисциплина, и без нее никуда. Нужно, если идет речь о спорте, нужно всегда идти на тренировки, выкладываться и не пропускать их, и это 100% со временем принесет свои плоды. Да, второе я назову. Второй, я считаю, один из самых важных тоже, это характер должен быть у спортсмена, ну и, в принципе, у человека, чтобы добиться каких-то результатов, должен быть характер. Ну и давай последний. Третье пусть будет вера в себя, потому что это тоже на самом деле очень важно. Бывают моменты, когда в тебя никто не верит, и в эти моменты нужно мотивироваться и верить в самого себя. Наверное, 3 основных. Вот, Игорь, ты сказал про характер. Что ты, вот именно про характер, что ты подразумеваешь под этим словом? Какой определенный характер? Ну, характер внутри человека, который как стержень держит его, который в поражениях или когда ты падаешь, он не дает тебе оставаться там, он тебя всегда вытаскивает и держит тебя на плаву, можно сказать. Да, и ты не даешь внутреннему я, если так можно сказать, жалеть себя и только совершенствоваться, и даже если тебе некомфортно, выходить из зоны комфорта и как бы совершенствоваться, не жалеть себя. Становись лучше. А вот этими качествами, которые вы сейчас перечислили, вы ими обладали с детства или вы их развивали постепенно? Во-первых, мы не можем сказать точно, что мы полностью обладаем этими качествами. Конечно, есть и плюсы, и минусы. Это не будем отрицать, естественно. Мы именно, с детства, естественно, эти качества у нас были занижены. Но по мере взросления и занятия спортом эти качества начали расти и улучшаться. И мы тоже сейчас над этим работаем. И что насчет характера, я лично считаю, что характер нельзя как-то натренировать. Все качества можно, но характер он с рождения. Есть ли у вас какие-то качества характера, которые вам перешли от родителей, или какие-то тоже качества, которые родители помогли вам в себе развить? Ну да, я думаю, что да, определенно это настойчивость точно. И вера в себя. Да, 100%. Как бы я считаю, что много таких качеств. Некоторые дались генетически, некоторые, возможно, развились. Но настойчивость, думаю, генетически. И как мы уже говорили, наши родители всегда способствовали нашему развитию и поддерживали нас. А вот ваши родители занимались в свое время спортом или... Папа занимался спортом. А каким? Ну да. Турники, отжимания, как бы все, что секции не было, как я помню тогда особо. Он на борьбу, кажется, ходил. Потом этой секции не было, и он занимался на турниках, отжимался. Да, можно сказать, что они не серьезно занимались как бы профессионально, не профессионально. Но для поддержания здоровья и для себя занимались. А как вы думаете, если бы вы были бы одни в спорте, то есть вы сейчас вдвоем в спорте как бы занимаетесь, вот если бы вы были бы одни, вы бы смогли добиться тех же самых результатов? Я думаю, что эти результаты были бы меньше. Мы всегда помогаем друг другу. И для нас это огромный плюс,
потому что мы всегда поддерживаем и как бы способствуем развитию, и, можно сказать, быстрее развиваемся с помощью этого. А какие качества вы цените друг в друге во время там тренировок или просто во время провождения вместе? Качество. Ну, что я ценю в Игоре, это точно преданность, уверенность в себе и стремление к лучшему. Спасибо. Пусть будет 3 качества. Так, а что я ценю в моем брате? Андрей — это 100% характер, у него имеется. Точно так же преданность. И думаю, что самодисциплина. Очень здорово. Рада. Реально, очень прикольно. А есть ли у вас какая-то цель, вот совместная цель или мечта, к которой вы оба стремитесь? Да, У нас есть. много, на самом деле, целей и мечт, к которым мы стремимся. Ну, одна из самых больших — это, наверное, заниматься спортом и не просто для себя, но показывать это окружающим и кого-то вдохновлять, мотивировать тоже на занятия спортом и на хорошие поступки. Это ваша общая цель? Да. А да. есть какие-то вот теперь отдельные цели? Ну, допустим, мне нравится именно делать видео, сниматься в видео, делать видео. И я хочу себя в будущем попробовать как актера, может быть, как оператора. 100% в будущем я буду заниматься спортом, это 100%. Мне тоже очень нравится, и я хочу тоже выступать на соревнованиях. Также я уверен, что в будущем я буду заниматься предпринимательством. Мне это тоже нравится, что-то создавать, предпринимать и вся эта движуха. Игорь, а у тебя? Ну, у меня, могу сказать точно, что есть цели в спорте. Цели выступить на соревнованиях, и не просто выступить, но и выиграть эти соревнования тоже. И также тоже в актерстве, это мне тоже нравится, мы снимаем видео, и мы пробуем себя, ну, почти как актеры тоже. И тоже в этом хочу себя попробовать в будущем, почему бы и нет. И в предпринимательстве тоже. А вот какие у вас планы на ближайшее будущее, там, на первый год или 5 лет? Вот. Планов много. Самые основные? Самые основные. Как бы с каждым годом мировоззрение, ну, мнение и цели меняются. Но вот как я говорил, я хочу себя попробовать как актер, как предприниматель. Как не хочется повторяться, но то, что я говорил, вот именно в этом я и хочу себя попробовать и в этих направлениях улучшаться и развиваться. Развиться в этих направлениях и стать шаг, 2, 3 ближе к ним. А вот помогает вам спорт или там канал на ютубе как-то самосовершенствоваться? Когда люди мотивируются мной и пишут разные комментарии, сообщения, это тоже меня мотивирует, и я больше, намного чаще снимаю видео, у меня больше мотивации тренироваться, либо пробовать себя в чем-то. И это, безусловно, нам помогает. А у тебя, Игорь? Ну, в принципе, я солидарен. Когда ты показываешь человеку что-то, ты должен чему-то что-то знать, чтобы показать этому человеку, чему-то его научить. И после этого ты идешь и дальше тренируешься, какие-то знания тоже получаешь и показываешь их. И это нам помогает также и в коммуницировании с людьми, так скажем. И как бы если бы мы не начали снимать, если бы Андрей не начал, я думаю, мы бы и даже в спорте были бы на шаг меньше. А вы являетесь чьими-то тренерами для кого-то? Или вы просто... да, можно сказать, мы онлайн-тренера. Мы составляем программы тренировок нашим зрителям, подписчикам и помогаем им становиться сильнее, лучше. Да, поэтому можно сказать так. Я видела одно видео у вас в ютубе. Там подписчики в вашей школе на вас так нависли. Маленькие подписчики. Да, маленькие подписчики. Как вы к ним относитесь? Ну, очень хорошо, мы когда видим их, не знаю, на улице или где-то в коридоре, конечно, и настроение поднимается, и ты понимаешь, что у тебя есть какие-то фанаты, что ли. Отлично. Да, как-то необычно. А не переживаете вы о том, что можете в глазах своих фанатов там упасть или разочаровать их? Честно говоря, на самом деле я об этом не думал и думаю, что не переживаю, потому что я делаю свое дело. Кому не нравится, могут не смотреть меня, либо, ну, я не знаю, не подписываться. Нас сейчас слушает и смотрит много людей, скорее всего. И что вы пожелаете нашим зрителям? Хочется пожелать, чтобы каждый зритель, который меня сейчас смотрит, либо слушает, нашел свое любимое дело,
и совершенствовался именно в этом деле, несмотря на то, что скажут окружающие. Я считаю, что это, наверное, самое важное. Так что не унывайте, идите к своим делам. А я полностью солидарен. Вы смотрели передачу «Альтернативы». В гостях у нас были Андрей и Игорь Градинарь. Я ее ведущая Тодорич Антонина. До скорых встреч в эфире.